Здравствуйте, дорогие телезрители, болельщики и просто любители футбола. В эфире передача про футбол. Передача, благодаря которой вы будете в курсе всех главных и интересных событий в жизни якутского футбола. В сегодняшнем выпуске вас ждет обзор двух первых игр мини-футбольного клуба «Заря» в этом году. Также мы рассмотрим первенство России по мини-футболу среди юношей. Ну и напоследок вас ждет сюжет про традиционный розыгрыш кубка «Дахсун». Итак, поехали! 10 и 11 января во Дворце спорта 50 лет Победы мини-футбольный клуб «Заря» провел свои первые встречи в новом году. В рамках 8-го тура высшей лиги подопечные Олега Марченко принимали мини-футбольный клуб «Факел» из города Сургут, который подошел к этому матчу в качестве одного из лидеров турнирной таблицы. Счет встречи на 4-й минуте мощным ударом открыл Роман Султанов. Спустя пару минут ошибкой защитников воспользовался Дмитрий Пасаженников 1-1. Далее бывший игрок «Зари» Денис Крутиков двумя результативными ударами в течение 1 минуты обеспечивает «Факелу» комфортное преимущество в счете. Но под самый занавес первого периода это преимущество сокращает Антон Кусов. Вторая половина игры началась с 2 забитых мячей «Факела». Сначала отличился Денис Голунов, а затем Дмитрий Чернявский. В скором времени Артем Харченко мощным ударом издали сокращает отставание в счете 3-5. На 40-й минуте встречи дубль оформляет Голунов, а после свой третий мяч забивает Крутиков. Уступая со счетом 3-7, Олег Марченко решает выпустить 5-го полевого, и спустя пару минут это дает свои плоды. Александр Величко завершает атаку в большинстве, а затем 6-метровый реализует Антон Кусов. В одной из своих атак в большинстве «Заря» теряет мяч, и Роман Султанов дальним ударом поражает пустые ворота 5-8. За оставшиеся 3 минуты подопечные Олега Марченко, проявив настоящий характер, смогли вырвать ничью. Голы Александра Величко и Дмитрия Пасаженникова с игры, а также реализованный 10-метровый Антона Кусова позволили «Заре» вырвать в этой битве 1 очко. Итоговый счет 8-8, боевая ничья в первой игре тура. Вторая игра также получилась крайне напряженной и зрелищной. Как и в первом матче, счет на первых минутах открыли гости. Дмитрий Чернявский, разыграв стенку с Юрием Циммерманом, отличается результативным ударом 1-0. На 10-й минуте встречи «Заря» организовывает быстрый контрвыпад, в результате которого Сергей Волошин с передачи Антона Кусова сравнивает счет 1-1. Весь остаток первого периода команды демонстрировали равную борьбу. Как «Заря», так и «Факел» имели множество шансов для взятия ворот. Но удача улыбнулась гостям. Под самый занавес первой 25-минутки Георгий Нишнянидзе расстреливает ворота Александра Свидерского, который вышел на замену получившему повреждение Никите Евтушенко. Во второй половине игры зрители увидели также 3 взятия ворот. На 32-й минуте Антон Кусов поражает ворота гостей со штрафного удара. Капитан «Зари» сравнивает счет 2-2. Спустя пару минут «Факел» вновь выходит вперед. 10-метровый пенальти ударом от штанги реализует Денис Крутиков. А на 39-й минуте встречи Станислав Арсланов реализует выход 1 на 1 с вратарем гостей. Несмотря на то, что оставшееся время обе команды провели в атаках, счет не менялся 3-3. Команды вновь делят очки. Игра прошла в целом напряженно, сами видели и по счету, и по игре. Счет 3-3, я думаю, он закономерный, что мы могли реализовать много моментов, но подвела реализация, и что соперник то же самое, и моментов куча и у них, и у нас, то есть как не реализовали моменты мы, так и они. Я думаю, обидно было бы очень, если бы кто-то из команд, то есть забил бы на последней минуте. Очень сильная команда, я думаю, что сильнее у нас дома пока никого не было, исключая еще «Алмаз». Тяжело было играть, но спасибо болельщикам, спасибо, что тренер грамотные слова подобрал и настроил, грамотную тактику дал. Я могу сказать, очкам, конечно, рад. Команда играла против нас, не то что самая сильная, наверное, одна из сильнейших команд этой лиги. Я думаю, она бы не затерялась никогда в Суперлиге. Эта команда. Здесь подобраны игроки, у которых есть и мастерство, и класс, и школа Суперлиги была. И есть игра, видно было, что команда играет. Особенно вчерашняя игра, нам было очень тяжело.
считаю, что вчера просто они отпустили нас при счете 7-3. Нам, наверное, больше хотелось просто забить, и повезло нам больше. Конечно, я рад, очки. Я считаю, мы приобрели очки, не потеряли, а приобрели. Очень тяжело играть против этой команды, с кем мы не играли. Но команда... Видно, есть класс, уровень футбола, уровень пас. Они могут на какую ногу, в какую сторону дать, где завершить. Ну, в общем, команда очень мне понравилась, соперникам. Конечно, я рад. 2 очкам я рад очень. 2 ничьих. Очень рад. В следующем туре первенства подопечные Олега Марченко принимали мини-футбольный клуб «Ишим Тюмень-2». К этой игре «Заря» подошла со значительными кадровыми проблемами. Из-за повреждений данную встречу пропускали Антон Кусов и Александр Величко. Но несмотря на это и на обескураживающее начало встречи, наша команда навязала настоящую борьбу одному из лидеров таблицы и в итоге добилась ничейного результата в тяжелейшей игре. Счет матча был открыт на 9-й минуте. Александр Марфенко с острого угла отправляет мяч в сетку наших ворот. «Заря» всеми силами бросилась отыгрываться и несколько раз была очень близка, чтобы сравнять счет, но удары наших игроков цели не достигали. В результате забить удалось гостям. За 3 минуты до конца первого периода Дмитрий Кривошеев удваивает преимущество ишимцев. Второй период начался с гола Артема Харченко. Игрок «Зари» распечатывает ворота гостей со штрафного удара 1-2. Далее «Заря» завладела игровым преимуществом. Команда всеми силами пыталась отыграться, но тут свое слово сказал Олег Исаев, который мощным ударом забил 3-й мяч гостей. 34-я минута, 1-3. На 45-й минуте встречи капитан ишимцев Денис Абышев с передачи Амира Вахитова поражает пустые ворота 1-4. Казалось бы, гости уже сделали игру, ведь играть оставалось всего 5 минут, но «Заря» вновь проявила свой характер и силу духа. Гол Руслана Гаязова и дубль Афанасия Федорова приносят трудовую ничью в первом матче тура 4-4. Вторая игра 9-го тура также проходила без участия лидеров «Зари» Кусова и Величко. Первую половину игры гости провели активнее, результатом чего стали 2 взятия ворот. Счет бильярдным ударом на 8-й минуте открыл Иван Кунгурцев, а второй мяч ишимцев провел Амир Вахитов. «Заря» неоднократно угрожала воротам гостей, но несмотря на все старания, первая половина игры закончилась в пользу «Ишим Тюмень-2». Также концовку периода омрачило повреждение, полученное Афанасием Федоровым, из-за которого герой первого матча против ишимцев был вынужден досрочно завершить игру. Главные события, как и в предыдущей игре, развернулись во втором периоде. На 37-й минуте Дмитрий Кривошеев с передачи Ивана Кунгурцева забивает 3-й мяч гостей. Пропустив 3-й мяч, «Заря» озлобилась и начала действовать агрессивнее. Во многом благодаря этому команде удалось распечатать ворота гостей. Артем Харченко, приняв мяч на грудь, разворачивается и вколачивает его в сетку ворот Александра Александрова. А на 47-й минуте Дмитрий Пасаженников, играя 5-го полевого, сокращает отставание до минимума 2-3. Подопечные Олега Марченко концовку игры провели в атаках, но забить им никак не удавалось. За пару мгновений до финального свистка, воспользовавшись потерей в атаке в 5 полевых, по пустым воротам пробил Амир Вахитов. 2-4 поражения во второй игре 9-го тура. В январе месяце на площадке Дворца спорта 50 лет Победы проводились матчи группового этапа первенства высшей лиги страны «Зоны Восток» среди юношей старшей и младшей возрастных категорий. В старшей категории участие принимало 3 команды: «Алмаз Алроса», «Факел» и «Заря» ДЮСШ номер 4. Звание победителя разыгрывалось в рамках группы по круговой системе. В решающем матче сошлись «Заря» и «Факел». В напряженнейшей игре сильнее оказалась наша команда. Единственный гол встречи на счету Владислава Ракитина. Таким образом, юные подопечные Александра Шарковского завоевали возможность поехать защищать честь команды и республики на финальную часть первенства.
На втором месте оказалась команда «Факел», а на последнем месте турнир завершила команда «Алмаз Алроса». По итогам группового этапа в финал вышли юношеские команды следующих клубов высшей лиги – «Заря», «Факел», а также «Ешим Тюмень» и «Ухта», которые вышли с группы зоны «Запад». В младшей возрастной категории участие принимало также 3 команды – «Факел», «Алмаз Алроса» и «Заря». Сильнейший также выявлялся по круговой системе. Им оказалась команда «Алмаз Алроса». Второе место занял «Факел», а «Заря» завершила турнир на 3-м месте. По итогам группового этапа в этой возрастной категории в финал вышли юношеские команды следующих клубов – «Алмаз Алроса» и «Факел», а с зоны «Запад» вышли «Ешим Тюмень» и «Ухта». Финальный этап по 2 возрастным категориям будет проведен на площадке одной из команд-финалистов в марте этого года. Ребята волнуются, есть моменты хорошие, где они могли бы забить мяч, но от игровой практики, значит, естественно, не сравнится с западными клубами, но все же таки мы равняемся на старших ребят, которые показали 96-й, 7-й, 8-й год рождения, которые на втором этапе также достойно выглядели и выиграли прилично. Значит, 2 команды, и «Алрос», и «Факел», Сургут, старшие группы. И на первом этапе также они хорошо выступили. И поэтому вот этой группе предстоит также равняться на них, и я думаю, на втором этапе показать более такую хорошую, интенсивную игру, хотя бы сравнять и гол забить. Это наша цель. Третьего января прошел очередной розыгрыш Кубка Дахсун. Участие на данном соревновании принимало 16 любительских команд, которые были разделены на 4 группы. Победители групп продолжали бороться в рамках плей-офф. По итогам всех сыгранных матчей сильнейшей оказалась команда «Регион 14-2», которая в финальной встрече одолела команду «Красная Фурия». А на 3-м месте турнир завершила команда «Спорт Якутии». А на этом у нас все. С вами была передача про футбол и Влад Сергеев. Смотрите футбол, любите футбол, болейте за наших. До скорых встреч. Пока.